Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех вас на канале Казахский язык онлайн. Сегодня в этом видео мы начинаем разбираться с большой красивой темой времена глагола в казахском языке. Стандартно, как в любом языке, казахский глагол может стоять в трех временах: в прошедшем времени, в настоящем и в будущем. С точки зрения временных нюансов, казахский язык – это 9 временных форм, то есть прошедшее время представлено 4 нюансами, настоящее время 2 и будущее время 3 нюансами. В последующих видео мы каждое время детально будем разбирать, а сегодня наш фокус на, собственно, настоящем времени. То есть это тот случай, когда действие происходит прямо сейчас. Прежде чем поставить глагол, любой глагол в любое время, мы глаголу должны придать исходную форму. Что такое исходная форма? Это часть глагола без суффикса «о». Вы знаете, что любой глагол в словаре выглядит вот таким образом. То есть заканчивается на суффикс «о». Простым отсечением суффикса «о» мы глагол переводим в исходную форму. Не всегда корректно называть это корнем. Вот в данном случае это корень. А, допустим, в случае с двумя глаголами «келесу» и «сюйлету» это будет конкретная исходная форма. Почему? Потому что это не сам корень, это корень плюс суффикс. Поэтому будем с вами правильно говорить именно исходная форма глагола. Итак, настоящее время. Настоящее время представлено 2 формами – простая и сложная. Простая форма – это всего 4 глагола. Из всего огромного количества глаголов это всего 4 глагола. Глагол true – стоять, otrу – сидеть, жүру – ходить, передвигаться. И глагол жату – лежать, здесь в форме жатыр. Простая форма настолько простая, что у нее даже суффикса нет. Сразу к исходной форме глагола мы присоединяем личное окончание. Под этим видео я прикреплю ссылку на видео по теме личное окончание. Обязательно нужно будет повторить эту тему, потому что в каждом предложении мы здесь начинаем использовать активно личное окончание. Итак, примеры. Мен терезенің қасында тұрмын. Вот мы взяли глагол тұру – стоять, исходная форма, то есть часть глагола без суффикса «о», и сразу присоединили личное окончание. Давайте вспомним, что мы личное окончание всегда железобетонно пишем, а местоимение можно не писать, потому что личное окончание дублирует личное местоимение. Сен орындықта отырсың, ты сидишь на стуле. Сіз далада балаңызбен жүрсіз, выходите на улицу с вашим ребенком, и атам диванда кітаппен жатыр. Мой дедушка на диване лежит с книгой. Повторюсь, всего 4 глагола из всего огромного количества слов представлены в простой форме. Все остальные глаголы, буквально все глаголы в настоящем времени, если мы хотим их использовать в настоящее время, они будут у нас, мы должны будем поставить в следующую формулу. Итак, настоящее время – сложная форма. Между прочим, вот эта тема у школьников всегда вызывает массу вопросов. Почему? Потому что этот нюанс времени имеет много деталей. Итак, поехали. Формула следующая. К исходной форме глагола мы присоединяем суффиксы оп, эп, п по закону сингармонизма. И далее берем один из 4 глаголов. И в данном случае вот в этой формуле эти 4 глагола будут выступать в роли вспомогательных. Именно к этим глаголам мы присоединяем личное окончание. Если мы вернемся к суффиксам оп, эп, п, то мы их подбираем по закону сингармонизма. То есть, допустим, оп и эп мы будем дописывать в слова, которые заканчиваются на согласный. Если же исходная форма глагола заканчивается на гласный, тогда мы подбираем суффикс «п». То есть слово закончилось на гласный, соответственно, суффикс начинается с согласной. Это вариант твердого глагола, это вариант мягкого глагола. Суффикс «п» подходит ко всем, потому что здесь гласных нет. Итак,
основной вопрос, который задают слушатели, а как же выбирать из 4 глаголов какой-то один? Есть два способа применения. Первый способ – это физическое положение, и второй способ – это временной нюанс. Давайте рассмотрим первый способ. Допустим, вот такой пример. Глагол «жазу». Если мы берем, допустим, пример «жаз ып турман», то этот глагол будет обозначать действие прямо сейчас, отражаем физическое положение, при котором совершается данное действие. И перевод этого глагола будет «я пишу». Глагол «тру» «стоять» не переводим, мы его не озвучиваем. Просто из контекста мы понимаем, что говорящий стоит. Ну, допустим, возле доски стоит, да? «Мен жазып турман», «я прямо сейчас пишу», и мы понимаем, что действие происходит стоя. «Мен жазып отырмын», «я прямо сейчас пишу», и мы из контекста понимаем, что говорящий сидит. «Жазып жүрмін», «я прямо сейчас пишу», действие происходит на ходу. И «жазып жатырмын», «я прямо сейчас пишу». Также все глаголы одинаково, совершенно одинаково переводятся, просто из контекста мы понимаем, в каком физическом положении происходит данное действие. «Жазып жатырмын» обозначает «я сейчас пишу». Допустим, вы прилегли на диван и в телефоне что-то в WhatsApp пишете. То есть «я пишу» лежа. Повторюсь, эти глаголы не озвучиваются. Нам они нужны для понимания контекста. Вот, первый способ, как мы будем выбирать один из 4 глаголов, это физическое положение. Второй способ – это когда эти глаголы обозначают временной нюанс. И хочу сказать, что по закону Паретто, соотношение 20/80, основная масса случаев, когда 4 вспомогательных глагола обозначает именно временной нюанс. 80% случаев мы показываем временной нюанс. Что значит временной нюанс? Итак, внимание. Два глагола «тур» и «отр» обозначают действие, которое происходит прямо сейчас, да, стоя, да, сидя. То есть сам нам контекст оставляет вот это лексическое значение. Мы понимаем, что действие стоя и сидя в данный момент времени, прямо вот в данную секунду. И вот этот нюанс, он всегда хорошо понятен, когда мы его сравним с другой ситуацией. Два других глагола «жир» и «жатыр» обозначают действие, которое происходит в данный период времени. То есть в данную неделю, в данный год, допустим, в данный месяц. Так вот, в данный период мы из контекста понимаем, о каком периоде идет речь. Вот в данный период, если стоит глагол «жир», то он будет обозначать периодичность действия. А если будет стоять глагол «жатыр», мы возьмем глагол, то это действие будет обозначать, что действие происходит без остановки. То есть давайте мы рассмотрим опять-таки те же самые глаголы, но уже в контексте временного нюанса. «Жазып турмын» и «жазып отырмын» – прямо сейчас действие. Прямо сейчас, да, мы понимаем, что говорящий говорит вот это стоя здесь, а это сидя. «Жазып жүрмін» обозначает, что я пишу время от времени. Когда мы можем встретить вот этот глагол? Допустим, вот мы, с дочкой время от времени ходим в бассейн. Мы, допустим, время от времени ходим в театр. Да? То есть мы всегда время от времени в гости ходим, в библиотеку заходим, в парке прогуливаемся. Действие такое имеет какую-то системность, периодичное действие. А глагол «жатыр» уместно использовать тогда, когда действие без остановки происходит. То есть я живу, работаю, занимаюсь. То есть, допустим, «Мен Алматы қаласында Абай даңғылында тұрып жатырмын». Наличие глагола «жатырмын» обозначает, что действие такое вчера, сегодня, завтра. Оно не прекращается. Либо, допустим, моя дочь скажет про себя «Мен университетте оқып жатырмын». Я учусь. То есть это обозначает, что какой-то период времени, без остановки. Допустим, я работаю в магазине «Глобус». Мен «Глобус» дүкенінде жұмыс істеп жатырмын. Итак, еще раз. Вот эти два глагола «тур» и «отр» обозначают действие.
прямо в данный момент, да, сидя и стоя, вот это мы из контекста понимаем, опять-таки мы не озвучиваем при переводе, но мы понимаем, что действие, основное действие основного глагола совершается стоя и сидя. Речь идет о действии в данную секунду. И два глагола «жир» и «жатр» обозначают действие в данный период времени, периодичность и продолжительность. Вот такое интересное время. Оно достаточно витиеватое, но очень информативное. Одним глаголом, допустим, смотрите, давайте вернемся к нашим примерам. «Жазып турман». Вы этим примером говорите, что вы прямо сейчас это делаете, причем стоя. «Жазып отырмын». Прямо сейчас это действие делаете, при этом вы сидите. «Жазып жүрмін». Вы говорите, что это действие я совершаю периодически. И «жазып жатырмын», ваш собеседник понимает, что это действие вы делаете без остановки. Еще пример. Допустим, есть два типа писателей. Один писатель пишет, когда придет вдохновение, то есть он время от времени пишет. А есть писатели, которые работают на контракте с издательством. Эти писатели могут сказать, что я пишу без остановки, то есть, допустим, 5 страниц в день, не знаю, 5 страниц в неделю. Вот такие интересные нюансы. А еще это, собственно, настоящее время. Чем оно интересно? Тем, что у этой формы есть универсальная форма. И всем тем, кто только начинает разговаривать на казахском языке, знакомиться с языком, с нюансами, я всегда предлагаю начать использовать универсальную формулу. То есть можно, пока вы не разобрались, пока не отработали, можно не, так скажем, игнорировать все вот эти нюансы, а можно просто использовать вот такой вариант. Когда к исходной форме глагола мы присоединяем суффиксы «оп», «эп», «п», далее идет вспомогательный глагол «жатр», который принимает личное окончание. И вот этот глагол будет обозначать, вот примеры глаголов в этом времени, что действие просто сейчас происходит, без разного рода нюансов. Стоя, сидя, здесь вообще мы ничего не обозначаем, просто действие сейчас. Это и обозначает, это универсальная формула. Итак, «жазып жатырмын» я пишу, «тыңдап жатырсың» ты слушаешь, «демалып жатырсыз» вы отдыхаете, «қарап жатыр» он смотрит, «беріп жатырмыз» мы даем. Мы даем или передаем что-то. Просто в начальной форме. Просто сейчас. Я действие это сейчас делаю. Друзья мои, я вам предлагаю это видео еще раз пересмотреть, в нужные моменты поставить на паузу и все, что сейчас вы видите на экране, зафиксировать в своей тетради. Почему? Потому что даже если мы с вами пересмотрим это видео 5-7 раз, то на завтра мы наверняка что-то, детали уже упустим. А если вы перепишете это все своей рукой в свою красивую тетрадь, однозначно эта информация останется с вами навсегда. Итак, продолжаем. Универсальная форма. И вы здесь видите плюс. Это действительно положительная форма. А как же глагол поставить в ситуацию, когда я прямо сейчас не делаю это действие? Формула следующая. Исходная форма глагола принимает суффиксы «оп», «эп», «п». И далее глагол «жатыр» принимает несколько иную форму, а именно «жатқан». И далее слово «жоқ», которое обозначает «нет». И именно к этому слову мы присоединяем личное окончание. И мы возьмем те же самые глаголы, но уже в минусе. Пример. Мен жазып жатқан жоқпын. Я прямо сейчас не пишу. Сен тыңдап жатқан жоқсың. Ты прямо сейчас не слушаешь. Сіз демалып жатқан жоқсыз. Вы прямо сейчас не отдыхаете. Ол қарап жатқан жоқ. Он не смотрит прямо сейчас. Біз беріп жатқан жоқпыз. Мы прямо сейчас что-то не отдаем или не передаем. И теперь внимание. Вы заметили, что сейчас в универсальной формуле я дала вам минус. Показала, как поставить глагол в минусовую форму. А ранее
Здесь мы о минусе вообще не говорили. Так что же делать, если мы хотим поставить глагол в настоящем времени в простой форме, и в простой форме, и в сложной форме. Если мы хотим поставить глагол в минусе, то мы используем также вот эту универсальную форму. То есть в плюсе мы можем здесь нюансы определять, показывать, а в минусе мы будем действовать через универсальную формулу. Хочу сказать, что это не единственная формула, конечно. Она универсальная, но, повторюсь, не единственная. Также есть другие варианты, как сказать глагол в настоящем времени в минусе. Но мы с вами осваиваем базовый уровень языка, и поэтому нам сейчас достаточно вот этого нюанса. Глагол, любой глагол, прямо сейчас я и делаю ровно через эту формулу. И еще есть один интересный нюанс в этом времени. Собственно, настоящее время также имеет форму исключения. Исключение составляет 4 глагола. Это глагол бару, апару, келю и акелю. Глагол бару. Общий смысл – направляться. Иногда глагол бару мы переводим как ехать, идти, лететь. Общий смысл этого слова – направляться. Апару – нести. Келю – приближаться. Часто этот глагол келю мы можем переводить как приехать, прилететь, прийти. Но в целом общее значение этого слова – приближаться. И еще одно слово акелю – это нести и приближаться. Интересно, что некоторые источники дают как исключение всего 2 глагола. Это глагол бару и глагол келю. Почему? Потому что глагол апару является сочетанием 2 глаголов алап, бару. То есть в основе глагола апару лежит глагол бару. Та же самая история с глаголом акелю. Глагол акелю – это сочетание 2 глаголов алап, келю, взяв, приближаться. То есть в основе глагола акелю лежит глагол келю. Поэтому все, что работает на глаголах бару и келю, также работает на глаголах апару и акелю. Так в чем же исключительность этих глаголов? Это глаголы движения в данную секунду времени. Если мы хотим сказать, что я прямо сейчас направляюсь, либо я прямо сейчас приближаюсь, мы должны взять всего 2 варианта. Другой вариант суффикса – это суффикс «а» в твердом варианте и «е». Напомню, что в стандарте здесь стоит суффикс «об». К этим глаголам мы дописываем суффикс «е», и без вариантов здесь только всегда суффикс вспомогательный глагол «жатр». Если мы поменяем вот вспомогательный глагол, у нас автоматически поменяется суффикс, и эти глаголы приобретут другое значение. Я напомню, что сейчас мы говорим о времени, настоящем времени, то есть когда действие происходит прямо в данную секунду. Рассмотрим примеры. Мен дүкенге қызымен бара жатырмын. Я с дочкой в магазин направляюсь. Прямо сейчас направляюсь. Сен дүкеннен үйге сүтті апара жатырсың. Ты с магазина домой молоко несешь. Сіз жұмысыңыздан машинамен келе жатырсыз. Вы приближаетесь домой. Нет, здесь дома нет. Вы приближаетесь на машине со своей работой, то есть с вашей работы. То есть вот этот глагол обозначает, что вы приближаетесь. Ермек саған балмұздақ әкеле жатыр. Ермек тебе несет и приближается, он к тебе приближается с мороженым, он несет тебе мороженое. Также эти глаголы мы можем увидеть в отрицательной форме. Здесь ситуация следующая. Глагол жатыр приобретает несколько иную форму, а именно жатқан жоқ. Бара жатқан жоқпын, допустим. То есть вот она формула, по которой эти глаголы прямо сейчас в минусе будут так выглядеть. Мен дүкенге қызымен бара жатқан жоқпын. Я прямо сейчас не направляюсь с дочкой в магазин. Сен дүкеннен үйге сүтті апара жатқан жоқсың. Ты прямо сейчас домой не несешь молоко с магазина.
Сіз жұмысыңыздан машинамен келе жатқан жоқсыз. Вы прямо сейчас не приближаетесь на машине с вашей работы. Ермек саған балмұздақ әкеле жатқан жоқ. Ермек тебе прямо сейчас не несет мороженое. Вот такой нюанс времени, очень интересный. Я вам предлагаю еще раз пересмотреть видео. На каждом листе сделать, на каждой страничке сделать паузу, поставить. Все перерисовать, красиво переписать в вашу рабочую тетрадь. И тогда все нюансы настоящего времени вы сможете, во-первых, зафиксировать, а во-вторых, вы сможете потренироваться на своих глаголах. Мы с вами понимаем, что просто просмотрев видео, на самом деле, наверное, толку мало с этого будет. Толк будет только тогда, когда вы потренируетесь поставить глагол в каждый нюанс этого времени. И повторюсь, что сегодня первый урок из цикла «Времена глагола казахского языка». Далее мы с вами будем разбирать каждое время, некоторые времена будем разбирать в сопоставлении. И по окончании этого цикла видео вы будете разбираться со всеми нюансами времен глагола в казахском языке. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Если вы еще не подписаны, конечно, я думаю, что нужно подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. И увидимся с вами, услышимся в следующих видео.